Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Ну, вчера, когда спрашивали, я как-то на это не сильно обратил внимание. Смотрел, я видел это уже. Я уже столько раз видел это. Но там Кунта Хаджи, кажется, ко дню его выселения, что ли, кажется, к этому они приехали в гости в Чеченскую Республику и взаимоотношения с Чеченской Республикой, то есть с главой нашего региона пообщались и информацию, конечно же, выложили в социальные сети, что они прибыли, и братские взаимоотношения хорошо приняли. И вот пошла вот эта байда, перемешку с тем, что происходит в Казахстане. То есть начали о предательстве говорить, обо всем остальном. То есть любой человек, который хорошие взаимоотношения налаживает с нашим регионом, автоматически становится, как ни странно, алейкум ассалам, предателем. Но это их проблемы. Ну, честно сказать, немножко сегодня мне скинули документы, ссылки. Это не первый день, не в первый раз. Оказывается, такое отношение было аж с начала 20 века. С тех пор, вот, как говорится, по границам, именно пограничная ситуация была такова. Вечно происходили склоки, стычки. И это уже не в первый раз. Эту статью большую я читал еще Юнусбека Евкурова, давно читал. Но ничего нового там нету. Мы это и так уже давно разложили, показали по этому вопросу. Вот. Он все объяснил, обосновал. Показал все, как было, рассказал, как есть. Вот. Но глупые люди будут всегда говорить и указывать на то, что это якобы все делает федеральный центр. Но федеральный центр к этому не имеет никакого отношения. Взаимоотношения между чеченцами и ингушами должны сами налаживать. Ассаламу алейкум, бусул бежри, марш до вылшего эфире, башлам Аллах рейс хейл. Ибрахим рейс хейл, да, духва ахуал. Вот. Конечно, очень странно видеть все это через каждые фактически 100 лет. Фактически столетней давности была такая же ситуация. Алейкум ассалам. Ганнибал, братишка, я думал, ты ближе к моей днюхе пропал совсем. Думал, забурился ты. Да, тоже, Сюли тоже немножко активизировались, особенно в Фейсбуке. Написанная мною статья, вчера как бы начали переписываться, некий Гаджи Мурат пишет мне, алейкум ассалам, это понедельник. Не-не, братан, Ганнибал, братишка, до 17-го еще далеко, так что ты не опоздал, я думал, ты вообще пропал. Вот, некий Гаджи Мурат начал писать под статьей, которую я вчера опубликовал, касаемо фейка о ханстве, аварском ханстве.
эта статья, он там начал скидывать мне договор, начал скидывать мне якобы документы о том, что территория была или не была. Я ему объясняю, что свою историю вы можете писать сколько хотите. Никто не против. О своей истории, о своих землях можете платить, писать, делать, что хотите, публиковать. Но переходить все границы и полностью там половина республики, пол нашей родины приписывать к какому-то царству или ханству, которое де юре и де факто не имело ничего, ни могущества, тем более на нашей территории. Вот пообщались, короче, в любом случае перешли на ислам, и вот в теме ислама, когда начали говорить, начали, каждый должен остаться при своем и так далее и тому подобное. Я ему объясняю, нам нету никогда и не было, ни дела не было до вашей истории, до ваших границ, никому дела нет до этого. Единственная проблема, то, что мы говорим, это то ли аух, то, если мы обсуждаем тематику ауха, или же мы обсуждаем тематику нашей Родины. Вот. Если вы рисуете карты, которым там принадлежит там пол Кавказа, и говорите, это было некогда нашим ханством, там, нашим, и мы там всем алда давали, там, несете такую чанду, ну, какие могут быть проблемы? Тогда и приходится людям отвечать. Понимаете? В этом вся проблема. С одной стороны одни, с другой стороны другие, там, всякую ересь, чепуху пишут, а отвечать нельзя. Поэтому надо понимать все вот эти моменты. То есть, если ты отвечаешь по фактам, по картам, по документам, то ты разжигатель, ты нацик, ты там кто угодно, что угодно тебе могут приписать, если ты отвечаешь по фактам, по документам. Вот. А если ты промолчишь, и то есть должен схавать это, чтобы эта карта они печатали, они и так напечатали красный горшок, еще пару таких горе-историков пишут там все, что попало. Им главное написать, главное впихнуть вот в социальные сети, средства массовой информации. Если все промолчат, значит все, people схавал. И значит можно и дальше себя вести так. Но когда отвечаешь, получается вот такой вот результат. Вот. Поэтому я считаю, до тех пор, пока будут нести вот такую ересь, отвечать надо. Вот. И маломальски, если это написал человек, у которого там 5-10 человек написано, там, грубо говоря, можно сказать, это Иванушка, который ни черта не знает, очередной чикиндес. Но если человек в больших пабликах, валикум ассалам, пишет такие вещи, начинает там говорить, что там, тут речь уже нету, казино, не казино и выход на Каспийское море. Там речь не об этом, понимаешь? Там речь уже идет полностью, половина до реки Аргун полностью записали как бы под один ландшафт, написали там существование аварского ханства или нуцальства и так далее и тому подобное. Во времена вот этих сказок, басен, привыкли, что за эти 20 лет никто ничего не говорит. Начинают про Турловых рассказывать про этих шамхалов и нуцалов, которые при помощи царской России получали вот эти наделы земель. Это считается нормально. Я уже вообще молчу про аух. Там столько уже насочинили, напересказали. Самое интересное, упрекают, что чеченцев там есть могилы там 17-го, с 18 века. Упрекают в этом. Что у чеченцев там есть могилы 17-18 века. Ну, там есть один Чингачгук, который ходит, рассказывает сказки. А ты ему задаешь вопрос, ты говоришь, что с какого века? С 10 века, если у тебя с 10 века на этой территории существовало, жили люди, предоставь доказательства, где там захоронение. Вот и все. А кумыков вообще зажали там, они вот на таком маленьком пятачке оставили. То есть, по сути,
по сути, больше всего, кто мог бы об этих землях говорить, это могли говорить кумыки. Или нагайцы могли говорить. Понимаете? Это вот два народа, которые более или менее могут о своей истории в этой части говорить. О X веке, там, я не знаю, 12, 13, 14 веке, грубо говоря. А эти куда лезут? Все молчат. Наверное, думали, что и мы будем молчать. Нет, я не против. Я понимаю, что может быть у них какая-то своя политика. Пускай занимаются своей историей. Но снова же, будь то я, будь то кто-либо другой, если в пределах сегодняшней республики они как-то там пытаются исторически доказать, это можно сказать. Или там, что было какое-то влияние, я могу еще понять. Но так просто-напросто нести такую ересь, и все молчат, и как будто бы это, между прочим, так и должно быть. Вот. А потом говорит, вот ты вот разжигаешь, там, давайте жить на Кавказе мирно, брат, ну, мы с удовольствием. Называешь имя Байсангура Биноевского, им плохо. Называешь имя, там, я не знаю, кого-то еще, там, того же Ташухаджи Саисанского, им плохо. Что-нибудь такое скажешь, вот они, нет, вот только наша тема, и все. Исторически рассказываешь, получается, что в Кавказскую войну, оказывается, у них чуть ли 99% вся армия принадлежала, там, грубо говоря, армия Шамиля состояла только чисто из тавлинцев. Вот, поэтому не хотите, если не хотите, чтобы была, вот, как говорится, ваша ложь опровергнута, но не говорите тогда, не публикуйте ложную информацию. За эти 20 лет сколько написали, сколько напечатали, много получили возможности сделать. И нам-то и некогда было до этого. А самые вроде бы как бы действующие, которые должны искать и заботиться об этом периоде, оно вот уходит как-то так. Я ему объяснил и сказал, нам вот мы не лезем к вам. Мы не говорим о современной какой-то перетрубации истории. Никто об этом не говорит. Но, извини меня. И там я же привел выдержку по 1839 году. Написал ее, в принципе, российский исследователь, историк. Никто ему не возражает. То есть в Академии наук Российской Федерации никто не пишет. Большие публикации по опровержению тоже не делает. А стоило мне написать и сказать, стопэ, сюда не лезьте, эти ваши сказки оставьте, все, ты занимаешься нехорошим делом. Вот. У нас есть исторические факты. Мы не молчим и не думаем молчать о фантазиях. У них фантазии не более чем. Ну, Фатим, я понимаю, что фантазии фантазиями. Это я понимаю, но если когда ты оставляешь вот такие вещи, они думают, что это вот они же говорят, что провели мониторинг, там проголосовали, вот якобы, что так существовало, и большинство людей так и думают, и так далее, и тому подобное. Вот о чем речь идет. Вы можете оставлять, но переходить там как бы на нашу территорию, мы не хотим это оставлять, и чтобы там рассказывали всякую небылицу. Мы и так достаточно от этих не только чужих, но и своих также сказочников пострадали, потому что с этими
приглашенными нуцалами, блин, и всеми остальными, и так большие проблемы. То есть они уже чуть ли не пытаются указать, как будто у них была там столько, такая власть была. Нет, я, конечно же, сегодня мы эфиры долго не будем проводить по мере возможности. Вот одну часть или две части проведем. Вот, и завершим. Сегодня, вот вчера то, что наши братья и сестры задонатили, поэтому сегодня можем себе позволить провести эфир. Давайте, задавайте вопросы. Или же мы можем зачитать, как говорится, с книги, новой книги нашего историка Хасана Бакаева. Один или два параграфа. Как говорится. Вот. Никому ничего не запрещено. Вопросы задавать можно. В эфир заходить можно. Главное, чтобы показывали свой фейс. Вот, и вели культурную дискуссию. Любые вопросы вы можете задавать. В чем проблема? Проблем нету. Да, я даже просто-напросто сейчас на этом телефоне, но с 20-х годов, как говорится, с 20-30-х годов тема по приграничным, именно вот этой части приграничных, оказывается, была. Еще Башлам, женщин мертвых, да лацер. Цер женщин там кезбал барвай. Но он говорит, удали, говорит, статью, меня это задевает. Убрать статью, где я опровергаю ложь о том, что половина моей родины принадлежала выдуманному ханству, это нормально. Он его не убирает, не удаляет. А то, что я написал опровержение, его нужно удалить. Так получается? Это как-то тоже, я думаю, несправедливо и нечестно. Книгу Асана. Ну, давайте сейчас мы поменяем геопозицию немножко. Посидеть на одном месте. Так. Мы, конечно, не читаем больших там, часами не читаем, вы знаете, да? Один-два параграфа. Вот. И эта история не только о чеченцах. Мы вчера читали части армянской истории, части азербайджанской истории, часть вот буквально про Ивана Грозного и наших братьев адыгов, про Марию Темрюковну мы тоже прочитали. Очень интересные моменты о людях, которые умеют думать, размышлять, любят работать над собой. Диккомнат Йохан Башлам. Обычная маленькая советского периода квартира. На 1985 года дом. Не надо ничего, оставь все. Я и не собираюсь ничего удалять. С чего вдруг? И если говорят еще раз, почему возникают проблемы и заходят ко мне и тиражируют мои эфиры. Уважаемые нарнийцы, без разницы, откуда вы, какого происхождения, нарнийцы не имеют нации. Я хочу, чтобы вы понимали. Все, что делаю я, это ответная реакция на вашу ложь. Опровержение вашей лжи. Опровержение искажения чеченской и нохчи истории. Понимаете? Ты начинаешь с кем-то вести дискуссию, потом в конце концов там они начинают говорить, что чеченцев там не было в 16 веке, там есть нас, да,
некоторые сказочники Запада или там другие. А потом бах-бах и начинают говорить, ну, по исламу это неправильно. Да мы не говорим, что в 16-15 году были чеченцы. Конечно, не было. Этого названия не было. Были навчи, и мы это знаем прекрасно. Хотите вы или не хотите, где вы там жили, в каких горах, в каких степях вы жили, нам дела до этого нету. Но когда столкнулись, или проиграли, или выиграли. Не нравится, что пишут о вас или опровергают вашу ложь, не пишите. Вот и все. Не распространяйте ложь о нас. Не придумывайте всякие небылицы там. Это было наше, это было то. Там. Если переходить границы, ну, так-то и у нас есть такие любители, которые любят говорить от моря до моря больше. Вот. Но у каждого любителя есть, на каждого любителя есть свой любитель. Вот. Я понимаю, что проблема, я понимаю, что вот эти небылицы нужно выдумывать. Из-за ауха нужно выдумывать. Из-за там Серноводска, Сунжинского района, тоже Прималгобекского района приходится выдумывать. По верхней части, конечно, проблемы не было. А вот по нижней части, конечно, была. Ситуация такая была. Вот. Давайте сейчас посмотрим. 5. Так, подождите, это у нас 38. Так. Ой, это очень длинное. Нет, это мы не будем зачитывать слишком длинное. Боюсь, что это может немножко вас затруднить. Давайте с того периода, который мы вчера я зачитывал вам и рассказывал тейп «Крепость традиции». Вот этот пункт я зачитывал вам. Я помню, что про тейп как слово мы записывали, а вот тейп «Крепость традиции». Ладно, давайте, я чувствую, что вот это я, по крайней мере, не читал. Почему у чеченцев? Это все, не думайте, я тут сидеть часами не буду. Коротко, не было такого. Угу. Окей. Баркалла, Анзор. Почему у чеченцев нет своего Достоевского? Я не зря упомянул именно Достоевского. На мой взгляд, Достоевский один из самых сложных писателей не только России, но и мира. Под сложностью Достоевского, как писателя, я подразумеваю сложность характеров его героев. Всех этих Раскольниковых, Сонь Мармеладовых, братьев Карамазовых и так далее. Признаюсь, лично мне не нравится Достоевский. Кстати, в этом и расход. Достоевский мне очень даже нравится. И я читал его, лишь отдавая дань его знаменитости, считая
это некой обязанностью для образованного человека. До сих пор остаюсь в убеждении, что Достоевский был больше мыслителем, чем писателем. То есть он глубоко проникал в ткань бытия, но очень часто не находил нужных слов для того, чтобы адекватно выразить свои мысли. И язык Достоевского шероховат, как плохо соструганные доски с занозами. Но, собственно говоря, Достоевский считается великим больше из-за своих мыслей, чем из-за литературных достоинств его произведения. А теперь вопрос. Почему в чеченской литературе нет своего Достоевского? Вот. То есть, почему в чеченской литературе мы не обнаруживаем описание героев, подобных Раскольникову, решающему вопрос «Тварь я дрожащая» или «Право имею», или Сони Мармеладовой, чей образ, по моему мнению, не зная, высказывал ли его кто-нибудь раньше, списан с евангелической Марии Магдалины. Почему в чеченской литературе нет никого, кто бы хоть отдаленно напоминал Ивана, Алешу и Дмитрия Карамазовых с их надрывным богоискательством? Почему у нас нет литературного героя наподобие князя Мышкина, которого за чистоту его помыслов и благородное поведение окружающие считали идиотом? Точнее говоря, почему у нас нет такого окружения, которое считало бы благородных людей идиотами? Можно объединить все эти вопросы в один вопрос. Почему у нас нет полноценной литературы наподобие российской и мировой романистики в период расцвета этого жанра? Ответ прост. Ответ прост. У нас нет таких потерянных в себе, мучающихся между грехом и святостью людей. И кто-то задонатил, огромное спасибо. У нас нет совсем мучающих грехов и святостью людей, чьи сложные противоречивые образы позволяли писателям создавать литературу, признаваемую гениальной. Мы, новчи, чеченцы, да и кавказцы в целом, в своем абсолютном большинстве чужды душевному надрыву, то есть психологической неустойчивости, столь характерной для героев Достоевского. С самого рождения, с постижения первых азов жизни, нас учат, как себя проявлять в той или иной жизненной ситуации. Каждый из нас знает, как себя вести со старшими и младшими, с женщинами и детьми. Мы знаем, в какие устойчивые словесные формулы облекать свои высказывания по радостным и горестным поводам. Для каждого явления жизни, начиная от мелких бытовых до онтологических масштабов, родители и общество снабдили нас устойчивым и единственным приемлемым ответом. И именно поэтому среди чеченцев нет, и хвала Аллаху, не может быть таких героев, которые я бегло перечислил выше. А раз нет таких героев, то не может быть и писателей, которые с большей или меньшей талантливостью взялись бы их описать. То есть у нас нет Раскольниковых, и поэтому нет Достоевских. И будем надеяться, не будет. Ибо появление у нас таких героев и таких писателей означало бы, что мы теряем эпическое и свое детерминированное сознание, что мы готовы лишиться отточенной веками остроты, с которой распознаем подлинные и ложные ценности бытия. И будем радоваться, что в нашей литературе нет своего Достоевского, ибо его появление стало бы не поводом для национальной гордости, а диагнозом тотальной нравственной деградации нашего народа. Вот такая мысль по поводу Достоевского. Что касается Достоевского, конечно, тут сложно не согласиться с Хасаном Бакаевым по поводу его высказываний и его описаний, его романов. Очень сложно понять их.
для духовно устойчивых представителей там, кавказского народа. Однако изучение Достоевского дает познание души, именно души таких простого, как говорится, российского гражданина, или называйте как вам угодно. Вот. Поэтому я думаю, что глубокая мысль здесь по поводу Достоевского не в том, что мы не любим Достоевского как мирового классика, или кто мы, там, дикари с Кавказа, чтобы говорить о мировом классике. Конечно же, нет. Мы прекрасно знаем описание, ну, по крайней мере, тот, кто читал и изучал произведения Достоевского, его глубокое психологическое переживание в каждом его произведении, с коим мы ознакомлены. Я бы сказал больше даже, это некая трансформация его внутреннего состояния, он трансформировал и выкладывал его на бумагу. То есть он выражал самого себя уже в произведениях. Вот. И эти Раскольниковы, Мармеладовы, и все остальные братья Карамазовы, это вот состояние его души Достоевского. Грань человеческого познания мира и философии, она неоднообразна. И вот если сравнить вот ближе к нам, кто бы подходил больше ближе к нам, это все-таки, наверное, больше к нам подходит непосредственно Лев Николаевич Толстой. Ну, мне, по крайней мере, кажется, его произведение больше пронизано вот этим кавказским духом. Ну да ладно. О Достоевском поговорили немножко. Если ближе, так, и можно прочитать еще. И еще один брат задонатил. Огромное спасибо братьям, подписчикам, которые не забывают донатить и поддерживать наш канал. Вот, огромное спасибо вам. Благодаря вам мы существуем и продолжаем, как говорится, работать. Так, ну давайте я вам сейчас прочитаю больше, наверное, возможно, интересно. У нас часто задаются вопросами про тейп. И есть тейп «Крепость традиции». Я надеюсь, что если вам, конечно, это нравится, то я начинаю читать, а потом, и если кто-то что-то написал вместе с донатами, я обязательно это зачитаю. Так что прошу, сейчас просто мы не отвлекаемся. И мы прочитаем. Это буквально все, как бы, это второй параграф, день по 2 параграфа. Мы быстро прочитаем. Время, да, точно, время перезагрузки будет. Хорошо, сейчас абсолютно верно подметил наш брат Даймуак. Уже без донатов не читает. Саид, ты стоишь на очень тонкой грани между сарказмом и иронией, чтобы я тебя не вывел за рамки эфира. Юмор, каждому юмору есть свое место. Меня попросили зачитать, я зачитываю. И тут неуместны твои высказывания насчет того, что якобы кто-то за чтением не донатит. Абсолютно неуместны. Я тебе 100 раз говорил, что об этих вещах, но нет, вы всегда считаете, что вы вот реально вот, единственное, за что вы можете задеть или как бы прицепиться, это вот именно царство за живое. Пытаетесь задеть, я не знаю, что у вас за такой прикол. Никто вас ничего не заставляет. И если вы сами того не делаете, то и не осуждайте других людей за то, что другие делают это. Ну да ладно.
Каждому своя доля. Надеюсь, вы все хорошие, честные, и все у вас получается без этого. Тейп крепости традиции. Давайте все-таки я начну, а потом уже продолжим. Не хочу просто-напросто лишний раз себе портить настроение. Ауховские земли начинаются от Каспийского моря и заканчиваются, вот, где верховье реки Сулак, да, левая сторона Аухов. А если серьезно, от Прикаспия до самого Ансалта выше, вот в этой области. Ну, исторически это так. Мы, чеченцы, рассуждаем, полезно или нет нашей социально-политической жизни имена, а знать имена, по крайней мере, 7 своих предков. Здесь категория полезности применима в такой же мере, как метры или сантиметры в измерении времени, то есть абсолютно неприменимы. Как вам не стыдно? Статок потоки. Здесь категорически неприемлемо в такой же мере сантиметры. Есть вещи, к которым необходимо применять не прагматическую, а иную ценную шкалу. Большинство этих вещей объединяются в понятие традиции. Любой человек, способный мыслить логически, поймет, что первичная традиция, а мы о ней говорим, утверждена на земле нашим всемогущим Творцом через своих посланников. И как свидетельствует священный Коран, нет ни одного народа, которому Всевышний Аллах не прислал бы посланников. Каждому народу свой посланник. И когда придет их посланник, то будет решено между ними по справедливости, и они не будут обижены. Сура Юнус, аят 47. Рассуждая логически, посланники и пророки Аллаха приходили к уже сложившимся народам. Исключение наш праотец Адам, мир ему. Что это значит? А это значит, что к моменту прихода пророков и посланников у народа уже существовали какие-то устои жизни, кристаллизированные сводом обычаев, традиций. Пророки и посланники убирали из жизни народов то, что противоречит повелениям Всевышнего, и оставляли то, что соответствует этим священным повелениям или не противоречит им. То есть нельзя утверждать, что народы, облагодетельственные нашим Создателем, пророками и посланниками, менялись настолько, что их связь с прошлыми устоями жизни прерывались, что означало бы потерю традиций. Приведем пример. Когда пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, пришел к арабам, и когда арабы приняли ислам, то в Аравии произошли коренные изменения в духовной сфере. Однако остались в жизни арабов и очень многое из того, что было у них и до исламского призыва, во времена джахилии, невежества. Самое очевидное из того, что осталось, типы жилищ, национальная одежда, вооружение, коневодство, имена и родственные обычаи, в том числе обычаи кровной мести, этикет при общении старших и младших, женщин и мужчин, домашняя утварь, рецепты, национальная кухня и тому подобное. Этот список был бы очень длинным или подробным перечислении. Я хочу сказать, что принятие святой религии Аллаха не означает беспощадное искоренение того, что было присуще тому или иному народу, как в быту, так и в национальном мировоззрении. Вот здесь я хочу немножко приостановиться. Как раз таки об этом мы и говорили во время принятия ислама и существования
традиций и адатов, которые не противоречили бы исламу. Об этом очень часто говорится в нашей культуре. Об этом очень часто говорится в религии. Хотя многие из данных адатов, которые противоречили и были присущи непосредственно присущи были ко временам джахилии, были уничтожены понемногу. Поэтому здесь затрагивается глубокая мысль Хасана именно в том, что когда мы начинаем говорить о временах язычества, почему-то мы воспринимаем, что все, что было во времена язычества или джахилии, что оно от него нужно отречься, от него нужно отказаться и так далее и тому подобное. Но это невозможно и неправильно, если честно сказать. Почему? Потому что если оно не противоречит исламу, и если это позволял в свое время наш любимый пророк, саллаху алейхи вассалам, ну, то в тех перечислениях, я думаю, что вам перечислять это не нужно, будь то там вещи, традиционная одежда, или же какие-то обычаи, которые не противоречат исламу, несмотря на все, на то, что религия ислам более последней является, ислам тебе не запрещает этого делать. Поэтому я надеюсь, что, как говорится, этот вопрос мы, рассматривая в будущем, даже рассматривая и историю, даты, люди не будут говорить. Особенно я помню по вопросу с Губашем, мне задавали этот вопрос, стоит ли героизировать, когда я сказал, что Губаш Гухоевский для меня как историческая личность имеет значение, что я горжусь тем, что он был представителем моего народа. Мне многие представители нашего народа начали задавать, правильно ли это будет Башлам, потому что представляли, якобы Губаш является язычником. Ну так они представляли. Но нету никаких доказательств того, что Губаш Гухоевский был язычником. Это первое. Во-вторых, с Губашем на каких тонах разговаривал имам Шамиль в присутствии там соседей и всего остального, на что он, задевая честь и гордость этого человека, на что он, несмотря на все это, он вытерпел, потому что он был в гостях у него. И нас, несмотря на все это, вел себя достойно. Поэтому мы должны понимать, что вот эти адаты, которые не противоречат исламу, и то, что они есть в истории нашего народа, они не должны умилять достоинство нашего народа. Понимаете, вот о чем я говорю. Это нужно знать. Что-то... Так, давайте сейчас я перезагружу. И как раз таки мы ответим по вопросу. Уважаемые друзья, не теряйтесь. Если вам интересно, мы дальше продолжим. Я перезагружу эфир, трафик закончился, мне нужно его заполнить. И мы дальше продолжим. И статью, кстати, «Тейп и крепость традиций» я еще не закончил. Мы обязательно поговорим об этом. Не теряйтесь. 2 минуты дайте мне. И поговорим дальше. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо.
Так, ну, пока собираются, вот во время стрима поступило сообщение от братьев Тумсой. Тумсуатай, благодарен тебе, Алла Тумсой возреша, вахид задонатидина, вахид Тумсуатай пана Аллах да саадо, да Алла будистник эзашка суда, акил да алдук да адуэлшу. И еще 3 человека задонатили, итого 4 человека отправили нам донат. Огромное спасибо. Аллах да саадо, будистник эзашка суда летил. Да, Диккенс Бекам Буэлшун Массана. И вот я зачитал то, что пришло. Зачитал по PayPal ничего нету. Все, вот как бы зачитал. И сейчас немножко люди соберутся. Мы продолжим дальше зачитывать тейп «Крепость и традиции». Вот, иншаллах, надеюсь, вам понравится. Если что-то вам... да, именно написано Тумсо Тейп, от Тумсо Тейпа Вахидигар. Донатвял иштятим. Башлам, приведи параллели с недавней нашей историей и с тем, что было во времена Губаша. И в нашей недавней истории, что было не все однозначно. Какую параллель можно привести Губаша Гухоевского и сейчас современной истории, я не могу понять. Губаш Гухоевский принял Шамиля и объяснил ему, что он за собой людей не ведет, и кто желает, он может прийти и сделать байат, ни больше, ни меньше. За весь, поскольку он был одним из таких авторитетных лиц, к нему подошли. Ассаламу алейкум, были у нас Нохчи города, были метрополиты, имеешь в виду мегаполисы, или как там правильно, были. Ну, говорится о небольших городах. Считается, что Маас, Сим-Сим по мере возможности. Ну, уже немножко собрались, давайте я продолжу. Губаш Гухоевский, представитель, кем бы он ни был, будь он Мелхи, будь он Гухой, мне без разницы, он представитель моего народа. Понимаете? Нохчи халес. И себя оскорблять он не позволил. Да, жизнь его, конечно же, неоднозначно, конечно, он с тем, что у нас было много тех, кто но это да, это, конечно, тут никакой разницы нету. Я и не спорю. От того, что восточная часть с Шамилем как-то относилась хорошо, а то, что именно более южные, особенно Хильдиаруай, или же Гухуай, или же Майстуай, Ируай, то, что Мелхи, то, что не хотели подчиняться, это не говорится о том, что кто-то подчинялся, кто-то вступал в его армию, а кто-то просто-напросто и так вел свои боевые действия против царизма. И тут ничего такого нету, и не хотели, хотят, присягнули, не хотят, не присягнули. Свободное демократическое общество было всегда у нас. И что, конечно, не нравилось, и, возможно, не нравилось Шамилю. Было ли это в других местах? Конечно, возможно, это и было. И в Дагестане то же самое. Ладно. Дальше продолжим с места, в котором мы остановились. Некоторые наши соотечественники, охваченные религиозным усердием, резко отрицательно относятся к европеизации нашей культуры. И вместе с тем пытаются искоренить из национальной жизни чеченцев все, что составляет нашу этническую индивидуальность, привнеся взамен все арабское. Я не осуждаю высокое рвение в религии, ибо оно продуктивно чистым намерением, стремлением быть хорошим мусульманином. Но быть хорошим мусульманином, как все знают, означает в том числе и точнее следование высказыванию жизненному примеру нашего пророка, саллаху алейхи вассалям, то есть сунне. И учитывая, что пророк, саллаху алейхи вассалям,
не лишил арабов национальной индивидуальности, не переделал их этническую сущность, некоторым нашим соотечественникам следовало бы более точно следовать сунне, то есть не пытаясь арабизировать чеченцев на бытовом и культурном уровне. Конечно, сегодня более тревожной выглядит при этом европеизация нашей культуры. Конечно, сегодня более тревожной выглядит при этом европеизация нашей культуры. То есть мы уже не о арабизации говорим, а о европеизации культуры. Любой язык – это язык пророков, ибо Всевышний говорит в Коране: «Мы отправляли посланников только с языком их народа, чтобы они разъяснили им». Сура Ибрахим, аят 4. Следовательно, и чеченский язык является языком пророка, хотя, конечно, арабский язык, являющийся языком Корана, имеет особенно высокий статус для всех мусульман. Раз каждый народ получил от Аллаха посланника или пророк, или посланник, пришедший по воле Всевышнего к чеченскому народу, разъясняя заповеди Аллаха, говорил с чеченцами на чеченском языке, то разве не имеет также и наш язык определенный статус святости? Думаю, имеет. Хотя вторым языком для нас должен быть, конечно, язык священного Корана, и с этим нельзя спорить. Однако можно учить и любить арабский язык, не забывая и не презирая свой язык. Вот что я хочу сказать. Язык – отражение сознания. Недаром в чеченском слове «язык» «муат» имеет общее звучание со словом «сознание», мнение, представление о сущем «муатта». Измениться, засорившийся чужим... Что поделаешь? Изменится, засорившись чужими словами язык, в той же мере изменится и наше сознание. А вместо с изменением нашего сознания неминуемо изменится и наша национальная суть. Мы станем другими. Язык – важный атрибут среди наших национальных устоев и одновременно их выразитель. Язык и наши традиции – фундамент нашей идентичности. И подрывать язык и традиции значит подрывать народ, делать его рыхлой, аморфной человеческой массой, неспособной на осмысленную, прагматическую, историческую, политическую жизнь. Народ без традиций и без четких критериев идентичности не имеет никаких целей. Он сиюминутен. На каждом этапе бытия его можно втравить в любую гибельную для него авантюру, использовать и бросить на гибель или историческое прозябание. Тайпы – одна из фундаментальных категорий чеченской традиции. А теперь пора сказать, что они имеют не только фольклорную, но и прикладную ценность в нашей жизни. И в чем эта ценность? Она в том, что тайпы – крепость нации, те детекторы досмотра, через которые вынужден проходить каждый человек, желающий инкорпорироваться и в наш национальный организм. Здесь, как и во многих случаях, есть два пути проникновения: легальный и тайный, нелегальный. Легальный и нелегальный, тайный. Рассмотрим легальные пути. Человек иной национальности, который желает по каким-то причинам быть причастным в состав чеченской нации, желает по каким-то причинам быть принятым в состав чеченской нации, имеет для этого честный и достойный путь. Он становится сту-бин-ваш, то есть, пройдя через определенную церемонию, вступает в тот или иной тайп, обретая полноценный гражданский статус и мощное покровительство. И таким образом
эти пришлые люди становятся полноценными членами чеченского общества, полноправными чеченцами. Теперь посмотрим, как происходит нелегальное проникновение в чеченскую среду инородцев. И в первую очередь спросим, почему вообще некоторые люди не чеченской национальности решают проникать к нам именно нелегальным путем, тогда как есть вполне легальные пути стать при наличии такого желания полноценными чеченцами. Вообще все, что делается тайком, уже внушает сомнения. Вряд ли все эти люди, маскирующиеся под чеченцев, не будучи ими, желают нам добра. Абсолютно согласен. Хотя нельзя про таких говорить, что все они наши враги и недоброжелатели. Но лучше в целях национальной безопасности знать таких людей, держать их в поле зрения. Это особенно необходимо нашему народу, для которого мирное время понятие почти что теоретическое, так как оно означает всегда лишь передышку между войнами. Любого чеченца можно спросить: ты из какого тейпа? От ответа на этот вопрос не уходит ни один чеченец, но ответ он дает. Но ответив, он дает точные координаты, по которым без труда можно вычислить всю его родословную. То есть, общаясь с незаконным человеком, мы проявляем естественное желание знать, кто он, проявляем элементарную осмотрительность. И тейпы как раз служат для такой осмотрительности, то есть для выявления безродных нелегалов, хороший термин, может, они и безвредны в обыденном существовании, но им категорически нельзя верить в решение судьбоносных для народа вопросов, то есть вручать им власть. Об этом прямо предупреждает верующих священный Коран. Не повинуйся же всякому любителю клятв, презренному, хулителю, бродящему со сплетнями, препятствующему добру, врагу, грешнику, грубому, после этого безродному, хотя бы он и был обладателем достояния и сыновей. Сура «Письменная трость», аяты 10 по 14. Письменная трость, да, правильно прочитал. Выше говорилось, что традиции имеют ценность, и без прагматической пользы, которую мы следуем, следуя влиянию времени, пытаемся из всего извлечь. Однако к проблемам тейпов, как важнейшим составляющей нашей традиции, как мы видели, можно подойти с прагматических позиций. Тот, кто желает сохранения чеченской нации, должен укреплять тейповое сознание, то есть укреплять те бастионы, что выставлены по Божьему внушению наши предки против разложения и исчезновения чеченского народа. А тот, кто желает скорейшей ассимиляции чеченской нации, ее исчезновения с арены истории, будет нападать на тейпы, утверждая, что они анахронизм, фактор раздоров и тому подобное. Проблема самозащиты нации никогда не перестает быть актуальной, никогда не устаревает. А что значит, что чеченская тейповая система никогда не может стать анахронизмом? А это значит, что чеченская тейповая система никогда не может стать анахронизмом, пока существует сама чеченская нация. Вот такая сильнейшая статья, глава в книге, которую, я надеюсь, вам понравилась, как и мне. Мне она очень понравилась. Честно вам скажу, глубоким, как говорится, с глубоким подтекстом написана статья.
Конечно же. Я могу прочитать еще один если вам интересно, но я смотрю, что пишущих очень мало. Так, и сообщение. 2 доната. Сообщение. Прости, Саида, Зум Снайпер. Да мне что прощать, Саида? Я не обиделся на него. И еще один брат задонатил. Аллах дал, Сааду, дал, дух дал. У меня нету обиды на Саида. Нету обиды ни на кого. Я же сказал, я с презрением отношусь к любым людям, кто обижается, там, я не знаю, сюлимоваться и сонохчиву. Я просто-напросто прошу, тем более Саид не маленький, взрослый человек, я ему объяснял это несколько раз, что есть моменты, которые я Замату и уже кому я только не говорил по этому поводу. Не нужно давать повода, не нужно давать оружие тем людям, которые ведут против нас войну, а вы их вооружаете. Башлам, ассалам алейкум. Мне один старик Лезгин, наш брат, рассказал, что наши земли были до Дербента, граничили с ними. Правда ли это? Нет, неправда. Брат мой, не подписывайтесь на эти. Это большая фитна. Сказания и так далее, это все может быть. Вайхи, эту эру ао, ваймахала, эту ао. تبعكن شنيخة خلت عقا لازقوا خلت سنديرة ويهم جديدشة ويناخنا هو يرزا متك باقوي تسا بيتن دولي يلديت ويخلق ديت متك باقوي قيتشو سنديرة لرلوش خل إسандал хумнаха. Башлам, я про другое писал, но все равно было бы хорошо, если я промолчал. И Саид, возможно, ты про другое, но поскольку прочитать я прочитал так, как увидел написано. Вот. Да, 6 человек. 6 человек задонатили, да. Есть еще один материал, когда с горными грузинами у нас разошлись дороги. Ну, считается 14 и 15 века. 14 и 15 века. Зум Снайпер Саиден и он Саид Савошу. И как любой младший брат, я ему просто-напросто, как старший младшему, объяснил. Ни больше, ни меньше. Башлам, а есть ли риск, что чеченцы распадутся на тейпы? Нету никакого. Это невозможно, фактически невозможно. Тейпы не могут существовать без единой нации. Их уничтожат просто-напросто. Если у этих тейпов не будет национального самосознания и единства, уничтожить наш народ не будет стоить никаких проблем. Возьмем примеры. Грузины, несмотря на то, что их 4 миллиона, ну, приблизительно 4 миллиона, есть Мигрелы, Сваны, Хевсуры и так далее, и тому подобное, они говорят, что они все грузины. Единый грузинский народ. Возьмем Дагестан, те же самые сюли. Хотя некоторые дедойцы, андийцы и другие говорят, что сейчас церковь нет, они говорят, это наши, мы все андоцевские народы, что это вот мы, авары и все. Они объединяются. Вот. Возьмем тех же ингушей, несмотря на то, что там их всего лишь там 450, там приблизительно 500 тысяч, они тоже пытаются объединиться. Хотя нам некоторые пытаются внушить, что мы вот все разные, и половина от них, там половина от других. Вот. Цундера нужно понимать, что весь окружающий нас мир и кавказцы, которые живут вокруг нас, которые более или менее думают о будущем, о своей нации, о своем народе, никогда не будет дробить свой народ. Тейпы это вот как защитный механизм. Он же объясняет, я тут с Хасаном абсолютно согласен. Это защитный механизм нашего народа. То есть, чтобы сюда не проникали какие-то непонятные инородные, так сказать, инородные существа, или как угодно назовите.
Вот. Поэтому почему нам просто с нашими, с частью нашего народа, ауховцами? Почему нам просто с нашими братьями из Панкейси? Вот. Просто потому что и у нас один генетический код, и Аминат задонатил, Аминат дал сайо, а донат дал духяхел. Вот. Один генетический код. И вот эту защиту, которую мы говорим, тейповая защита, она полностью идентична с нами. И мы знаем, что в Панкисе проживает 100% нохчи, ауховцы это 100% нохчи. Вот. И нам за это переживать не стоит. И большая проблема, ну и народные элементы, может, тоже, да, большая проблема, которую подрастающее поколение наших братьев, сестер, которые проживают в Европе, в Казахстане, в России, которых ты начинаешь спрашивать, тайпан милу ача, я не знаю, вот такого быть не должно. Это вот обозначает, что ты, конечно, можешь навлечь на себя беду. Особенно для тех традиционных ценностей нашего народа. Что же касается языка и всего остального, мы прекрасно знаем об этом. И тут никаких сомнений нету в высказывании Хасана про языки, про культуру. Нам не нужно становиться арабами, нам не нужно становиться кем-либо другим. Мы есть то, что было 1000, 2000, 5000 лет тому назад. Вот. Уважаемые мои друзья, я могу, если вы хотите, есть еще один небольшой параграф. Этот параграф называется «Чеченские и ингушские башни». Если вы хотите из этой книги, я могу прочесть его, если у вас есть такое пожелание. Если нету пожелания такого, я могу отвечать на вопросы и оставить для дальнейших эфиров этот параграф. Там, в принципе, он небольшой, но все-таки по вашему желанию. И да, Саид, я его читаю абсолютно бесплатно, без всяких донатов. То есть мне за это никто не платит. Вот это уже был сарказм, Саид. Вот так вот. Прочти. Ну, я могу так зачитывать или нет? Кто в курсе о наших в Казахстане, что-нибудь известно, неспокойно там. В курсе. Я про чтение комментариев говорил, Башлам, не про книгу. Ладно, мой хороший, добрый подписчик Мотя, за твое переживание и поддержку зачитаю. Чеченские и ингушские башни. В течение ряда лет постоянно наталкиваюсь на сообщения и комментарии, в которых ингушские коллеги, историки и просто любители, где намекают, а где прямо утверждают, что чеченцы являлись, что Чечня являлась периферией башенного строительства и что чеченские башни построены под влиянием ингушских образцов. Таким образом, чеченские башни представлены в этих утверждениях как подражание более древним ингушским образцам. На самом деле все обстоит с точностью да наоборот. Ингушский историк и специалист по башенной архитектуре Джабраил Юрьевич Чахкиев, это мой преподаватель, он преподавал на курсе специализацию археология. Чахкиев отмечает, что чеченцы перестали строить боевые и жилые башни еще в 17 веке в связи с массовым переселением на равнину, тогда как основная масса ингушских башен построена в 18 и даже 19 веках, то есть через 150-200 лет после того, когда нохчи уже перестали их строить.
В 18-19 веках нохчи уже вели крупномасштабные войны на равнине с применением артиллерии, против которой каменные башни малоэффективны, как защита. В это время на равнине использовались совершенно другие виды фортификации. Что касается ингушей, то они именно в этот период построили подавляющее большинство своих башен, поскольку в отличие от чеченцев оставались жить в горах и не участвовали в Кавказской войне как таковой. В межклановых стычках в горах, в которых использовалось ручное огнестрельное и холодное оружие, башни продолжали оставаться эффективным укрытием для обороняющихся. О древности чеченских башен, о древности нохчи башнях в сравнении с ингушскими свидетельствует еще один факт, на который обратил внимание историк-кавказовед Марковин. Ученый писал: в Ингушетии реже, чем в Чечне, встречаются башенные постройки, украшенные петроглифами. В этом отношении ингушские памятники так же бедны, как и сооружения Северной Осетии и Картлии, где петроглифы встречаются спорадически. Как известно, петроглифы, высеченные на чеченских башнях, отнесены специалистами к XI-XVI векам. И то обстоятельство, что на исторических архитектурных объектах Ингушетии почти нет этих изображений, подтверждает экспертную оценку Джабраила Юрьевича Чахкиева о сравнительно позднем и в сравнении с Чечней постройки ингушских башен. В дополнение отмечу, что встречается также утверждение о том, что чеченские нохчи башни якобы уступают ингушским по стройности и изяществу. Но это не так. Несмотря на всю свою седую древность, нохчи боевые башни с пирамидальным покрытием, гармоничны и прекрасны. В.И. Марковин пишет: на мой взгляд, боевые башни Чечни, район озера Галанчож-Ами, Аргунское ущелье Шарой, не менее высоки и изысканно изящны, чем башни в Ингушетии. В силу сказанного утверждения о том, что высокие боевые башни пирамидального типа возникли только на территории Ингушетии, представляются слабо аргументированными. О древности чеченских башен свидетельствует также историк и архитектор Гольдштейн, который пишет: для определения времени, когда вообще появились боевые башни в горах Северного Кавказа, можно привлечь некоторые другие источники. Например, у чеченского селения Харачой есть развалины поселения, которым бытовало, судя по находимым в нем археологическим материалам, период с 5 по 12 века. В этом поселении была боевая башня. Таким образом, заявление о том, что в Чечне башенная архитектура вторична и развивалась под влиянием ингушских образцов, совершенно беспочвенны и антинаучны. Как мы видим, чеченские башни гораздо древнее ингушских, и поэтому есть все основания утверждать, что именно Чечня наличествовала древнейший центр башенной архитектуры, из которого она распространилась по смежным регионам Центрального Кавказа. Материалы, здесь 3 ссылки. Джабраил Юрьевич Чахкиев, мастера-строители в Войнахов 17-е, начало 19 веков. В.И. Марковин, заметки об ингушской архитектуре. А.Ф. Гольдштейн, средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии, 1975 год, 1987 год и 1982 год. Все вот эти 3 ссылки, они абсолютно не являются свежими, они являются написаны именно в то время, когда историческая наука испытывала свое, так сказать, максимальное возвышение в науке вот, вообще. То есть советский период,
78, 82, 79 года, если я не ошибаюсь. Ну, я думаю, что тут можно добавить по поводу единственное, что я узнал новое, все-таки я утверждал, что с 9 века, видите, оказывается, Харачевский период с 5 по 12, то есть с периода 5 века по 12 века найдено в Харачеве археологические находки, развалины, которым с 5 по 12 века. Так что вот так вот, уважаемые мои друзья, это 3 параграфа, которые я зачитал на сегодня. Башлам сос и дига вистхилхун. Давайте оставим тематику насчет кюги и так далее. Мы уже поговорили об этом. Так, что? Так. Все. Зачитал. Вот такая вот ситуация. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать. Для меня эта статья, честно, если сказать, я бы ее всю напечатал у себя так сказать, если бы не был бы объемный материал, я бы напечатал бы эту статью у себя в Инстаграм. Поэтому великолепная статья, великолепная. Думаю, что это одно из вопросов строительства башенных комплексов. Можно взять использовать как настольную Библию, особенно для людей. Башлам может фотки и статьи выложить. Это большой материал, я боюсь, что если и будет, конечно же, вариант этот в PDF формате, можно взять его, конечно, разделить. Башлам, скажи на чеченском языке горожанин, житель города. Может, ты напишешь, а не будешь меня просить. Если в PDF формате будет, я не знаю, есть программы, которые набираешь, просто ставишь в этом, как эта программа называлась? Яндексе просто берешь, сканируешь, и он уже в электронном виде выдает. Но у меня этой программы нету. Если у кого-то есть эта программа, можно было бы, конечно, направить ее, взять и уже непосредственно по социальным сетям пустить. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Валейкум ассалам. Башлам, ассаламу алейкум. Башлам, гаудеш моя макшал. Статья шашу. Делда башлам, валай. Дице царярсон цаупше цакеум язинерас асхон айтер шериоти цахарон. Хулас чуя лирса салам де лирас соег. Масума динерас цубуха цат шиш кокдош язя шумдеш ворсо Ты решил таким образом обратить внимание на себя таким образом? Да. Я, во-первых, всем сразу говорю, не обижайтесь. Ассалам далир, ассалам хаца и атибу, что помилшем. Потому что, во-первых, когда я захожу, я сразу автоматически массарга аллас. Массар салам дельчаргар, ва алейкум ассаламу рахматуллахи, бисмиллах, ва лидау, салам хайюцас. Если я при рассказе или когда я кому-то отвечаю, буду каждому говорить и рассказывать о том, что ва алейкум ассалам, что Бог шхилаха, я боюсь, что у нас за первую часть эфиров зашло 670 человек. И каждый дает салам. Что просто-напросто салмашан отвечает, да, поэтому с учетом того, что нужно зачитать, рассказать нам и об истории рассказать, и традициях, культуре, все это нужно всем. Да, и что и башлам. Асам гун духан аюш дана делицел валла ида царан башлам гун цаки я знаю, что сейчас в последнее время больше никто задеть не может.
Материалы, да, материалы, как говорится, есть у всех доступны, и все могут посмотреть, я могу показать. Поэтому там давай, да, это не вопрос, который все нормально, нормально, все отлично, да. У кого есть этот на телефоне сканер улицу, сейчас если эту программу просто на листок наводишь, фотографируешь, и можно оттуда уже в PDF формате. Просто уже телефон у меня не выдерживает, понимаешь? Там 2 страницы, и пока все ты перепишешь, надо будет как минимум разделить это на 5 частей. И в PDF формате напечатать им, просто там нужно делать вправки, даже в этом случае, потому что я, как ты знаешь, заменяю слово чеченский, да, уже нужно по-исторически, я писать чеченский ситуации. Ну, а так, материал, конечно, очень важный, нужный. Конечно, мы это печатали. Конечно, мы об этом говорили, много раз говорили по поводу что есть у нас, есть программа, что есть Марковин написал и Чакиев написал, Гольдштейн написал. Мы им говорим, правда, что они сказали, когда я объявил об этом? Они говорят мне, что типа отправили сейчас на экспертизу в Америку, и что их башням там... Можно мух это шела посидеть. Хазу по шелер мах. Башлам по книги я дагауй. Иман Хаджиев, СС, Иман Хаджиев, дагау, около. Башлам цахун генерион. Инстаграм страниц полностью распечатать, видео, книги, холодцы. Я даже половину я еще даже из моих страниц не показывал. Они сказали, мне выйдет одна книга где-то в пределах 15 тысяч. Нет, там это не все, конечно, там 1000 постов, из 1000 постов они делают книгу, то есть там это не так просто, они должны сделать редактирование, они должны в формате фотографии цветные чисто отдавать, что там, не личные за фотографии, в книгу я же не буду там, я эти фотографии для другого закидываю, это нужно обязательно делать, чтобы не заблокировали аккаунт, чтобы Инстаграм аккаунт знали, что это непосредственно мой является, что я не бот. Сундер еще видео, а иначе компания Инстаграм говорит, что это не принадлежит тебе. И Руслан задонатил с таким названием. Нальчик написал просто, и все. Руслан. Братьям, адыгам, черкесам, всем салам, дай Аллах, чтобы все, что у тебя было, примножилось 1000 раз. Вот такой вот братьев адыгов донат, как говорится. Пошла Хамаду, личный серч. Личные фотографии там не вносятся туда. В книгу не вносятся. Башлам, когда сделаешь галочку, вала, зум-снайпер, пытаюсь, делаю. И так запросы, каждый месяц отправляем запросы в зум-снайпер. Вот еще раз, месяц по 2 раза, да, я хочу вас. Все данные, вплоть до, я не знаю, анализ крови даже, да, я это не поставил. Башлам, как ты думаешь, вот что наши арабские слова больше являются влиянием тюркского языка, потому что наши арабские слова почти все совпадают.
И я бы не сказал, что тюркский является. Хотя и не исключено это все. Вполне возможно. Сайд Хавала Швар. Дела башлам ибаун шалят хахол шварса дала его акарин арбо дешнаш хахинчер хинц. Арбо матта долдешниш хункрой матта нахчи матта и матта хли шош. Ты что еще по сути? Сайол чхена кепке парвоше тергол. Хинц набох что дош арбо до наумбош. Хинц сажим киечку цаду избаан цаду вайсан киетам цабу. تقوي ترجر حياة سؤال ويجيم قام دلون دل إيوم مش دوش برشو وين شرنقة حق تبرش ترجر وي حياة سبو ويجر تر حياة سبو شه ويتصبرك سنين خليوتشا إيوم مش دوش برشو إيش языковые, лингвистические вот, слова, то, что даже приняли, слова, которые приняли с религией, то есть такие слова, которые используются в религиозном плане, цаундации, это нормально. Он же и Хасан утверждает и говорит, что вторым языком обязательно должен быть арабский. Судья, там никто не оспаривает это. Поэтому. Ну, что ты хотел про башни сказать? Ну, насчет языка, вай адам поймара, хадиолла хилч, цун дяхин вот амот битин, цумот яриш, дай сайк эсташнаха, جمجمت نشخيصة وش إيش تقول بيلا أور مشكات صدول ديش نشخل شو ويا تيري الله داسق استن دول شو تعدق باش ديش نشدولش إيش تخلي شولش داتز обязательно там сангер حياته عربي داي وي داي مصير داي ودنيا انت حياته آدم بيخمر خلق так موتا إزيال خيتسون باونا شالات Вот единственный регион на Северном Кавказе, где прослеживается вся разновидность, весь эволюционный путь развития башенного строительства, башенной архитектуры только Нохчи-Чуабе. Есть какой-то вид башен в Ингушетии, в Дагестане, в Осетии, да вплоть до Черного моря есть разные источники, подтверждающие о том, что существовали башни. Но вся разновидность, указывающая на каждую степень развития вот этого башенной архитектуры, Нохчи-Чуабе и Ацтах. Отсюда гугует все это Ты просто не представляешь, по крайней мере, там есть такие подразделения этих башенных комплексов, культовые сооружения, там их очень много. Мы даже половину не знаем, вот по книге Лечи Ильясова, там очень, хида. Ты даже можешь, суть даже не в этом. Смотри, 5 культурных кластеров находится на одной нашей территории. 5. Понимаешь? Если там, допустим, в Дагестане есть 1-2, в других там есть 1-2, а у нас именно 5, именно в Чечне. Понимаешь? 5 кластеров. Северокавказская, да. Кабанская, Кавказская, да. Кабанская, Майкопская, Туро-Арабская, Карачаевская. 5 культур. 5 культурных классов. То есть все они на стыке, прямо вот здесь они есть. И это имеет тоже огромное значение, понимаешь? Ну, может быть, с одной стороны, можно, если гипотетически так сказать, можно говорить, что это якобы мы находимся в Центральном Кавказе, из-за этого здесь 5 культур. Но подожди, если Центральный Кавказ, в принципе, и Грузия тоже относится частично и к Центральному Кавказу, правильно? Там не только Закавказье, хотя Армения, Азербайджан и Грузия идут как Закавказье, но это тот же Кавказ. Просто этот хребет просто перейти, и там то же самое. Не так далеко все. А вот что касается башенных, я говорю еще раз, если мы просто начнем уделять внимание, там такие подразделения, культовые, обрядные, там очень много интересного. Там печатать и понемножку будем показывать их людям. Там есть такие сооружения, которые многие даже понятия не имеют. Да, Гилани 9, чувак, жрахчулся, Байден, чувак, сон Хьюсон, американский флаг, а чувак, Гилани 9. Послал.
со Нормально, вухез хорошо. герун инсан вухез хероса башлам. Дик Мау хорошо. гавол штат сумки вышуй. А вона Башлам дела дела мадицая, хатан вас дер дер вахларсон. Пока Тенте, дер верно, атака все сапкетин нормально, савак все хорошо. дикан свеха было. А вот Линз прерываться ли, а шо? Да, Маша, хорошо. А, Да. дересу барасан башлам. Марш айл. Так. Башлам. Изображение опаздывает звук. Ваша. Это из-за чего? Могу хэш шоуный. А он в пути был, из-за этого не слышно было. Сейчас нормально слышно? Раз, два, три, четыре, пять. Вышел на ранеец погулять. Хэш высо. Раз, два. Не знаю, что тут. Вроде бы у меня все хорошо, все прекрасно видно. Дикюба. Все. Все. Хорошо. Давайте продолжим. Если у вас есть вопросы, давайте задавайте вопросы. И мы, конечно же, Хозихон. Хоза. В Казахстане выключить и на интернет походу сюда отдает. Хэшу картина отстает от звука. Видеозвук не совпадает. Также виснет. Давайте, я не знаю, мне чуть-чуть передвинусь, может быть. Сейчас тоже все так же виснет. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас нормоша. Дик с усуном. Картинка не отстает от звука. Ладно, трафик. Ерцит, вроде бы есть еще. Надо мне опять на войнах телеком подключиться, наверное. Отстает Бах Ибраим. Ну, не знаю, зря. Почему отстает, не знаю. Если есть вопросы, задавайте. Ну, 3 параграфа на сегодня я прочитал из книги. 5G у меня нет ваша. Отстает, чуть звук опаздывает. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Ну, давайте я перезагружу тогда, посмотрим. Не теряйтесь. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо.
С трудом, с каким-то чувством страха я сделала намаз, но почитать аскары не смогла. На второй день поднялась температура, дальше, больше, кашель. Так я пролежала больше недели. Почему-то, что это ковид, и в голову не приходило, несмотря на то, что я контактировала с братом, который ушел от ковида несколько дней назад. Каждый день, всю эту неделю, мне звонил мой руководитель Муса Багачиев и просил, чтобы я обследовалась. На 7-й день, судя по моему состоянию, услышал кашель, он так и сказал: «Ты что творишь? Тебе срочно надо в больницу, у тебя ковид». Вот тут-то я и опомнилась. Муса Багачиев вызвал скорую, и меня повезли в Назранскую клиническую больницу. Теперь как слышно меня? Магомед Гирей Евлоев, член Национального совета народа Ингушетии, позвонил в Академию здоровья, чтобы меня обследовали. Там ковид и подтвердился. Моим лечащим врачом стала прекрасный человек Зарема Мурзабекова. И врачи, и медсестры, Хади, Роза, Зарета сделали все, что могли, с учетом своих возможностей. Так 8 дней я пролежала, и каждый день у меня была температура 38,8. Ни больше, ни меньше. Это большой, я не поместится, это слишком большой ролик. Если бы он был сжатым, я бы постарался сделать его. Ролик большой, 20 минут, я его не смогу загрузить. Отстает звук от видеоизображения. Видно, слышно. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел на Нордеец погулять. Альхамдулилля, все нормально. Жив, здоров. Даже чересчур здоров. Век смотришь, что ли? Нет, я великолепно век не смотрю. Это прислали видео. Он 20-минутный попросили. Влияние тюркского языка на чеченский язык. Он был внушительный в определенном период времени. Это 13, 14, 15 и даже в 16 века. Частично восточная, северо-восточная часть нашей территории, плоскостная территория. Вдоль реки Сунжи. Я смогу ее скачать. Педмат, он большой. Здесь максимальное количество до 10 минут. Нужно будет его разделить на 2 части. И не забывай, что это немножко опасно. Почему? Потому что если я загружаю без разрешения самого автора, меня могут за это заблокировать. А это нужно очень оберегаться. Башлам, скажи, почему Байсангур пошел за Шамилем, когда тот проиграл все, что возможно, возвращаться к себе домой? Об этом вопросе я задавал. Дело в том, что Байсангур Биноевский и все братья Байсангура Биноевского на этом пути все погибли. Все 8 или 9 братьев, у них все погибли на этом пути. Бойсхар поклялся, что он на этом пути до конца уйдет из жизни. До тех пор, пока Шамиль не принял решение сдаться, Байсангур не отказался от него. Но никогда в жизни Байсангур не воевал против своего народа. Автор разрешает, если вы не против, она свяжется с вами. Раздели на 2 части, по WhatsApp скинь мне, и мы тогда загрузим его, если автор не против. Вот. Дальше. Что касается Байсангура Биноевского. Когда была вот встреча в Урус-Мартане, когда Сойгер, Гендер Гноевский и остальные отказались подчиняться, и фактически Шамиль потерял Малую Чечню, где они просто прилюдно перед Шамилем закурили люлю, начали курить люль, то есть трубку. Шамиль, когда вскочил, уходил, вместе с ним был Байсангур Биноевский. И Байсангур Биноевский не сказал ни одного слова тем наибам, чеченцам, которые оставались.
Но и отказаться от Шамиля он не мог, потому что он поклялся до конца, с первых дней и до конца быть с ним. И только тогда, когда Шамиль уже принял решение то ли сдаться, то ли пойти на переговоры и так далее и тому подобное, Байсангур уже тогда по нашим источникам, которые есть, ушел, оставив его. И после этого еще 2 года, неполных 2 года вел сопротивление. Также героически, не сдавшись, попал в плен. За то, что он не сдался, за то, что он всегда подымал, являлся имамом вот, именно ичкерийских земель после Шамиля, за его несгибаемый характер, за его воинственность. Его приговорили к смертной казни, где в Хасавюрте он был повешен. И последним, так сказать, делом, что он сделал, это нанес единственной своей ногой в челюсть тому подкупленному жалкому человечешке, который хотел вытащить стул из-под него и тем самым стравить 2 соседних народа. То, что является... Не то, что Шамиль и Бойсхар не ладили между собой. Шамилем не ладили и отказались от Шамиля фактически все наибы. Все чеченские наибы, кто не погиб. Потому что, к сожалению, слова расходились с делами. Вот, назначенцы новые или руководители над чеченцами начали ставить все больше и больше силы. А это для даже в имамате для чеченцев было презрительно в последние годы существования этого имаматского государства, Северокавказского эмиратства, называйте как хотите. Ну, по крайней мере, так говорят полевые материалы об этом. Вот, а то, что отказались, начиная с первых дней, кто шел потихоньку начали отказываться. Приложил ли к этому усилия Борятинский? Конечно, приложил. Это не больше, не меньше. Башлам. Что он герой, что он нет. Башлам про деревянные башни в каких трудах написано. 3 ссылки было там. Гольдштейн, Чахкиев и Марковин. Вот этих 3 нужно прочитать, посмотреть по их материалам. Они археологи все, походу, если я не ошибаюсь. Вот так вот. У Марковина такая 200 с лишним страниц книга, старая советская. Чахкиева тоже небольшая, не такая прям уж. Но они все периода. Байсангур сдержал свой бой до конца. Исмаил, я не могу сказать Курвалир, да, цыга. Там, знаешь, больше начал ставку делать на своих. Где знаменитая Кепи? Фатим, ты про кепку? Он там лежит. Уже бесполезно, уже. Волосы начали расти, чтобы им дать больше пространства, я кепку не одел сегодня. Если чеченцы его подняли, сделали героев, то какого перепуга? Ну, это уже вторая половина уже. В основном. Я не могу сказать, однозначно, почему. Там перечисляется ряд событий, ряд подстрекательств между наибами, то, что делалось, как они стравливали, как показывали нежизнеспособность структуры, которая была создана. То есть наибы на местах, которые были инородными, они делали все, чтобы народ, подчиненный им, начал подниматься против Шамиля. Само собой, нужно было по шариату наказать
вешали людей, в ямы сажали людей, губы отрезали. То есть там ряд событий был, которые уже люди в конце концов сказали, что первоочередная цель, которая была поставлена, и потом, что показывало, это было как земля и небо отсутствовало. Вот. С учетом того, что все, что доставалось, все, что было захвачено у ханов, у шавхалов, у князей грузинских, кабардинских, все это уходило сквозь пальцы. Никакого, как говорится, развития, кроме как военных каких-то методов, не находили. Хотя, Аллаху алям, возможно, все тоже было не так уж, но для меня он предал. И некоторые. Ну, кто он предал? Только поясни, о ком ты говоришь. Вот так вот. Ибрахим, YouTube здесь, есть вопросы, нету вопросов. Я просто сегодня дольше, наверное, не побуду, если нету вопросов. Что-то я смотрю, 39, 40, 50 человек. Я, конечно, всех... Я не верю, например, что Байсангур пошел за ним в Дагестан. Нет, он пошел в Дагестан. Я понял твой, как бы, твой намек, но Байсангур был в Гунибе, из Гуниба прорвался, вернулся. Вот, я волен доверять чеченским и другим старейшинам. Я считаю, что он был там. Башлам, почему наши герои погибли за свободу, а свели... Хвалит. Вот почему вопрос сильный. Потому что мы вот такой народ, который принципиально идет до конца. Хорошо ли это, плохо ли. До конца. Почему? Потому что на самой грани, когда доходим уже до белой ручки, тогда уже начинают, понимая, начинают потихоньку отходить. Когда народ уже на грани бывает вымирания, начинают останавливаться. А так идут до конца. Башлам, какое количество максимально у Шамиля? Что количество максимально у Шамиля? Армия? Говорилось о 14 тысячах. Самый рассвет, что у него было 14-15 тысяч человек. Для меня уже... У меня есть мои герои. Герои моего народа. Админ канала Башлами Хаттарло Чебело Шамиль поддержать Цавар Хляц. Кинд. Я об этом рассказывал много раз, но еще раз повторю. Чеберлоевцы не были против ислама, как многие хотят исказить это все. Дело в том, что считается, что чеберлоевцы, некоторые тейпы, чеберлоевские тейпы, непосредственно считали себя знатью Эли. И когда пришел Сюли, который начал не только распространять ислам, но и начал давить на культурные адаты, традиции нашего народа, и правление, которое было сразу, Шамиль, который однозначно хотел, чтобы все приняли шариатское решение, с которым с ним не согласились, вот эти люди, к сожалению, пошли под нож к тотальному уничтожению. Вот. Многие земли чеберлоевские были распределены уже дальше другим тейпам, которые были в то время более воинственные, более, то есть были отданы земли тех
чеберлоевцев, которые не хотели признать власть, а вот такую как монархическую власть Шамиля. И то, что он хочет вести тотально, сразу же, не поэтапно, а сразу вести шариатское правление. Не согласившиеся чеберлоевцы были уничтожены. Их земли были потихоньку переданы всем остальным. Там не было никакой речи о дани, потому что таких вещей не было. Во время Шамиля никто не давал дань. Прошу не путать и не говорить такие вещи, потому что если бы была бы речь об этом, Чечня бы не поддержала и не поставила бы его. А если ты имеешь в виду, что они не согласились давать там закат, то это тоже неправда. Давать-то и было нечего. Чечня была уже в то время, когда пришел Шамиль, воевала давно. Но башлам современный ваххабизм халлак те, что чуятный Шамиль. Ну, фактически, я не могу, в истории нету такого понятия. Ну, да. Если с современным терминологией сравнить, ищите слухи. То есть полностью отказ от всех традиций, от всех законов, от всего своего и вот ведение только прямого шариатского управления. Руслан Битоков, башлам, а правда, что Шамиль телеграммой поздравлял царя за победу над адыгами? Скажу тебе честно, брат, я слышал это, но документа не видел. Что Шамиль ходил несколько раз против черкесов, экспедиции делал, это я тоже слышал. Вот. Но телеграмму сам не видел, насколько это правду сказать не могу. Отношения между Шамилем и черкесами, было ли оно однозначным, сказать я тоже не могу. Потому что черкесов, адыгов, точнее адыге, близки были очень по духу с чеченцами, потому что они первые начали эту войну, противостоять в этой войне. Единственная разница между Нохчи и адыгами была лишь в том, что у адыгов была знать, у Нохчи не было знати. Но, несмотря на эти противоречия, они противостояли и помогали. Ну, начиная из шейх Мансура. Даже во времена правления шейх Мансура, мы же знаем, что не все тоже с Дагестана поддержали. Хотя кумыки, которые в дальнейшем и попали под влияние царской России, очень сильно поддерживали шейха Мансура и сражались с ним. Но это было противостояние от расширению империи, Российской империи. Это вот такое вот понятие было. Немножко другое. Расскажи про государство Тейпа Сим-Сархуай. Не слышал такого Тейпа Сим-Сархуай. Прости меня, такого не знаю. Ассалам алейкум, ва алейкум ассалам. Поэтому, Айса, братан, салам алейкум, апельсин 95. Всем, кому нужны хорошие цены и хорошие телефоны, обращайтесь, апельсин 95. Вот. Альхамдулиллах, ну что, ну не знаю, ты говоришь не ходил, есть официальные источники, так что ты уж извини. Тут уже выбирать то, что ты думаешь, и то, что написано. Написано есть, что он ходил в Черкесию, на кабардинцев. Ну, кабардинцы это и есть черкесы. Айса, с тебя донат, короче. Надо мой старенький телефон забронировать, как говорится. А то твоя бронь у меня упала и экран треснул полностью. Оставшиеся надо как-то реанимировать, пока он еще живой. А как тогда Шамиль не смог дойти до Ингушетии? Не понял, а как тогда Шамиль не смог дойти? Да, конечно, он мог.
Кто говорит не мог? Если Шамиль нападал и на Грузию нападал, то проблемы никакой нету в этом. Чеченцы нападали много раз на Моздок. Что уже говорить о Шамиле? Вот. Просто Ингушетии, может быть, в то время не было. Не думали об этом? Не было в то время Ингушетии, Духдаш. Ингушский округ создан в 1860 году, после падения Шамиля. После падения уже имамата Шамиля. А вот нападение на Назрань, это было. Понимаешь, это было. Нападение на крепость Назрань было. Нападение на крепость Владикавказ было. Это было. Но как вот единица, автономная единица, как государственное устройство, его не было. Ну, посмотри тогда историю. Если ты говоришь, что была, я не видел просто. Может, у тебя есть какие-то другие государственные устройства. Фрага, Инди. Может, ты видел, я не видел просто, честно скажу. И я, насколько знаю, она создана в 1860 году, Ингушский округ. Вот. Крепость Назрань, место, ареал проживания ингушских обществ, это было. Тут нету спора. А вот как государственного устройства такого не было. Я, по крайней мере, не видел. Так, дальше. Шамиль наступал несколько раз на Ингушетию. Да не было Ингушетии в то время, Алдухваг, Фрага, Инди. Он не наступал несколько раз, он на крепости наступал. Крепость Назрань, крепость Владикавказ наступал. На Ингушей никогда не наступал Шамиль. Что за бред? Ауду здесь нет. В 1801 году общее количество, в 801 году, в 810 году общее количество всех вместе взятых обществ по официальным данным было всего 9 тысяч человек. Всех женщин, мужчин, стариков. О какой государственности ты говоришь? Не было, конечно. Зачем Шамилю нападать на своих соседей, на мусульман, грубо говоря, если это и было так? Шамиль воевал с царской Россией. Он не воевал с ингушским народом. Не воевал с осетинским народом. Если ты про местность говоришь, которая называлась там или Ангушта, или Назрань, или Владикавказ, да. Но ты посмотри хотя бы сам. Насколько я знаю, Ингушевский округ был создан в 1860 году. Магаз ККВ. Вала, этот человек задал вопрос, я ему... Сейчас здесь речь шла вообще-то о Шамиле. Речь была об имаме Шамиле, здесь не было об Ингушетии вообще. Имам Шамиль Ворович, ну и вот пошло-поехало. Вопрос был про черкесов. Так что ты ошибся. İşte şu. Ve aleyküm assalam. Но это то же самое, если бы сказали, что Шамиль воевал против карабулаков. Как вы себе это представляете? Воевал Шамиль против карабулаков?
Нет, конечно, не воевал. Такого понятия нету вообще. Ну, алейкум ассалам. Ссылка. Ссылка на PayPal у меня на главной странице. Под аватаркой написано PayPal ссылка. Но чувствую я, что ты просто-напросто тупо занимаешься приходом. Поэтому... А если нет, то PayPal ссылка там. Задавайте вопросы пока. Не держите тишину. Аллахе, обидно мне, если это так произошло с Байсангуром. Мне бы хотелось, чтобы Байсангур ранее заподозрил худший меня. Ты ошибаешься, поэтому там ранее, не ранее нету. Он шел с ним до конца, и там принято решение было сдаться. Ну, сдаться или идти на переговоры. Пошел, и произошло то, что произошло. Поэтому я думаю, что здесь Байсангура абсолютно нету вины. Байсангур пошел до конца и сдержал свое слово. Байат Байсангуром не был нарушен. Если говорить вот современным. Вот, переживать за это. Байсангур – это честь и гордость нашего народа. Как и остальные, Шуайб Мулла Цинтароевский, Талхиб Курчалоевский, Батуко Шатоевский, Памтоевский, Джаудхан Белгатоевский, Ташу-Хаджи Саисанский, вот, Уди Мулла, вот, и все остальные, алейкум салам. Саадулла Гихинский, всех сейчас, если не назовешь, сразу начинают обидеться. Алейкум салам. Но тогда в чем проблема? Почему-то твои все вопросы заключаются в том, что, извини меня, конечно, но так выглядит, как будто ты хочешь сказать, что он не был, и вот никак не допускаешь, что он был на Гунибе. Вот все твои разговоры, почему он не раскусил, почему он это. И я волен доверять больше тем людям, которые живые до сих пор знают и передают из уста в уста эту информацию. Ну и плюс те материалы, которые мы нашли и опубликовали. В данное время их 6 или 7 материалов. Дальше исследуем, ищем, и у нас есть уверенность, что Байсангур, мы не говорим 100%, но уверенность в том, что Байсангур Биноевский был на Гунибе, у нас есть. Не отрицаем однозначно и не поддерживаем 100%. Вот, ни больше, ни меньше. Касаемо этого. Да нет, конечно, никогда не воевал Шамиль против Уарствой. Уарства были частью армии имама Шамиля, как и весь остальной нохчий народ. Башлам Хасан Бакаев, оказывается, говорил, что уральский язык не похож на наш нохчийский язык. Не знаю. Ты где-то, может, другое что-то читал. Я вчера читаю много совпадений слов с хуритским, уральским языком. Оно есть. Однозначно совпадений 100 к 100 нету, конечно, такого. Наиболее приближенный, который можно привести, перевести, это вот является именно, как мы говорили, нохчи. Вот. Особенно, когда я собираюсь уже вот сказать, вроде бы вот уже
решаю уже завершить эфир. Только мне такая даже мысль в голову придет, и у нас начинает собираться 70, 80, 100 человек. Ну, там еще плюс в Ютубе столько же. Интересные вы люди, прямо, я не знаю. Одна крымчанка по имени Саид Бурхан говорит, что в Индии живут чеченское общество. Не знаю, Саид Бурхан есть или нету. Даже Гала, да, уральское слово. Ютубовские братьям, сестрам, всем салам маршал. Огромная благодарность им. В последнее время они очень хорошо поддерживают нас. Башлам, что скажешь насчет того, что Украина считает Кубань своей? Скажу, что каждый человек, который занимается историей, тянет одеяло в свою сторону. Но Кубань, насколько я знаю, область Кубани была всегда за адыгами, братьями-адыгами. Не знаю, сейчас, может, как-то переиграли. Но как тут считать, если считать отвоеванные места, завоеванные места, то тогда мы должны отдать многие вещи, там, не знаю, Чингисхану. Потому что Чингисхана владения были до самой Восточной Европы. А сегодня никто не будет отдавать это, правильно? Вот, поэтому, к сожалению, сегодня это Кубань, но когда-то это была вотчиной адыгского народа. Почему у тебя хорошее? Да у меня всегда великолепное отношение к братьям адыгам, черкесам, лезгинам, многим грузинам. Почему у меня должно быть плохое отношение к ним? Если люди протягивают руку дружбы, если говорят тебе о каких-то моментах, мы вместе обсуждаем, исторически, не исторически, и вместе идем, и путь наш совпадает, то зачем я должен этих людей оскорблять или отделяться от них? Я не вижу никакого смысла. Нету смысла. Они являются достойными, и от них только, по крайней мере, пока мы видим только хорошие взаимоотношения. Со времен последние 300 лет плохого от них редко получаем, кроме как хорошего. Башлам от ханшертах терсмеймал олк и хунд олдуш. Братан, это к лингвистам, не ко мне. Башлам, ингуши, потомки сикхи из Индии, я не знаю, вежли. Потомки сикхи, кто не сикхи, я не влазю в ингушскую тематику, если это не касается исторических параллелей. Аида, привет, Аида, давно тебя не было. Что там в Барселоне, как жизнь твоя молодая? Башлам, это русский к Нохчи какое-нибудь отношение имеет? Да, Валид, я опубликовал материалы, видео, якобы итальянцы говорят, что они очень близки были к нашему народу. Ну, посмотрите это видео, насколько оно достоверно. Видео на английском и итальянском языке перевели наши братья. И они говорят, что вполне вероятно, что общие предки у чеченцев и этрусков. Башлам бойс хархаса юрта церковь Волчавин вина боду. Да, это правда. И именно где церковь его повесили. Ну, стул выбил он сам из-под ног, нанося последний удар в челюсть тому, который хотел выдернуть стул. Вот. Это было в Хасавюрте. И ауховцы, наши братья Аухай, выкрали его именно с этой площади. Мне адыги ничего не давали, никто не проплачивал мне. То, что иногда там братья адыги донат отправляют, как и все нохчи остальные, мне за это никто никогда не платит. Не надо эту чушь писать, что мне якобы заплатили. С чего вдруг мне платить адыгам? Точнее, адыгам за что мне платить? Черкесам за что платить? За то, что у нас хорошие взаимоотношения? Что за тупость? Только тупой баран такую ерунду может нести. Благодарю, все норм. Барселона держится, но в ограничениях, как и везде. Понятно. Ростов, Краснодар, украинский. Башлам, я не говорю, что он нарушил байат или испугался. Просто в последнее время, как и вы сказали, Шамиль делал ставку
на своих земляков, и что знал сам Байсангур, еще последний совещание Меджлис. Он знал это все. Он это все знал, но не больше. Wallah, ца сунам Иса. Вообще, хума бошь вацарсо писать такую ерунду. То есть я высказался хорошо о лезгинах, высказался хорошо об адыгах, черкесах, там, о грузинах начали там типа заплатил, за какой заплатил, блин? Когда что-либо даже приходит сообщение, я же зачитываю, блин, заплатили. Я не знал, что мои братья адыги миллионеры такие, хотя я желаю каждому, чтобы были миллионерами. Там не только он, адыги. Бейбулат Таймиев, очень хорошие взаимоотношения у Бейбулата Таймиева были с черкесами. Прекрасные взаимоотношения были. То есть это не только, эти традиции не только были со времен шейха Мансура. Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев, вот и мы знаем в 90-х годах этот Хамзат, Калмыков Хамзат продолжил вот эти братские традиции, когда выступил с прямым заявлением о том, что он против войны и ввода войск в Чечню. Это в 94 году. Человек, занимающийся один из самых высоких постов. Понимаете? Вот что значит братство. Отказавшись от этого поста, ушел человек с работы. Хотя он и не является представителем нашего народа. И до конца был противником этой войны. Некоторые привыкли платить за хорошие слова в свою сторону, считают это у всех так. Валла цаасуном. Юра Калмыков, да. Поэтому, валла, я цаасун плакать начинает однозначно. Башлантину висалят сумма хирихон. Пока, кроме того, что он герой, национальный герой чеченского народа, больше большую информацию я про него не нашел. Асаб. К сожалению. И Цуантру сами я попросил, если у кого-то есть информация побольше, чтобы прислали. Очень кратко, все смутно. Ну, на протяжении долгих времен куначество, братство поддерживалось. Да и сегодня поддерживается тот, кто держит хорошие взаимоотношения. У кого патологическая ненависть, зависть, тот начинает плохие слова говорить. А так, и кто-то задонатил. Сайден Хутрян, то есть назло Саиду донатает. Да, Денельбеку. Смешной донат. Хутрян. Бенер Хамза Ту Шуайб бойс харахляться. История язваш. История язвашем будет все-таки неправильно, наверное. Более правильно будет сказать, что такой автобиографический. Историю написать намного сложнее. Сайд док беркут док алязан усост. Беркут ба. Да, вот за Сайда сегодня 4 человека задонатили. До конца сейчас добью, конечно. Да, задавайте вопросы, конечно.
Кестин, сун назлая, это донат. Кестин. Таких людей не так много. Мы, походу, нехорошо знаем Байсангура. Байсангур человек камень. Такие вещи в адрес него он терпел его. Человек, который поступил с ним так, он его не друг не. Ну, по крайней мере, по его характеру и психологическому портрету я много спрашивал, много говорил с прямыми его и потомками. Да, человек камень, Байсангур. Тут ты именно на одном моменте зациклился. Но это Башлам нохчиш, ехмешли лошхилабу, бадуй бадат. Нигде я, по крайней мере, в источниках не встречал про длинные волосы. Юра Калмыков, сын Хамзата. Да. Ассалам алейкум, алейкум ассалам. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. История взаимоотношений, история нашего народа – это большой такой неизведанный комок, в котором мы пытаемся разобраться, начиная со времен Тамерлана, Чингисхана. Есть моменты, которые нам очень сложно, мне как изучавшим это, очень сложно об этом рассказывать и говорить. Почему? Потому что есть некоторые тейповые взаимоотношения, есть феодальные взаимоотношения, которые были в то время. Ты начинаешь их обсуждать, людям не нравится. Вот. Не нравится, почему начинают говорить, у нас было ли это, почему? Потому что у нас есть некоторые люди, которые утверждают, что у нас не было никогда язычества, якобы был монотеизм, но в другом форме. То есть, какие бы ты ни искал ему аббревиатуры, да, какие-то там другие названия, но язычество, оно на то и есть язычество. Поклонялись ли они культу там солнца, луны, грозы? Ну, вы должны понимать, если не было еще в природе ислама, по сути, то о чем говорить можем. Войнохчий причес башлам ю на данный момент хагушек. Не, ну, лысину тоже делали только в крайних случаях, особенно если мы говорим о Кавказской войне, это речь идет, когда шли на смерть. В основном. Башлам адыг, это да, адыгге, это самоназвание адыгского народа, черкесского, кабардинского, всех. Все, кто относится к этой. Башлам, скажи про кодекс чести нохчи. Про кодекс чести нохчи я публиковал его. Об этом очень хорошо написано у Лечи Ильясова. Книга великолепная, конечно, очень дорогая. Сколько экземпляров? Их, кажется, вообще всего 300 экземпляров или 500. Это целая книга есть об этом. Это незыблемые традиции чеченской, вот, как говорится, кодекс чести настоящего чеченца ночью. Вот. Очень красивое, в дорогом оформлении эта книга. 25, кажется, тысяч. Да, борода, усы, как ни странно, и усы тоже были. 18 язык. Шумахер, или как у тебя там написано. Как похоже у нас тоже говорят, был монотеизм, кто-то говорит, было язычество. Но у автохтонных народов всегда это было и должно быть, потому что иначе никак нельзя указывать. Мы должны радоваться, что мы сегодня являемся мусульманами. И мы ислам приняли, добровольно приняли. Хотя не стоит забывать, ведь было и распространение православия здесь, христианства, но его как таковой, хотя оно и вошло среди нашего народа, как говорится, в наш народ, но он не прижился. Не прижилось христианство, не прижилось там иудаизм, не прижился, хотя в хазарском каганате был иудаизм. Единственное, что было, то это вот это древнее верование
оккультные верования, которые там верили в Алгалу, ну, как у скандинавских вот языческие божества. Вот это было, вот, которое относится к индоарийской расе. И было, само собой, когда пришел ислам, считается по всем тем историческим памятникам или документам, которые есть в 9-10 веке проникновения ислама с восточной стороны, мы начали принимать ислам. Само собой, восточные тайпы, ныне, сегодня, если сказать, и тухумы, приняли раньше всего, конечно, приняли ислам. Это все побережье, левая сторона Сулака, это ауховцы, это там центароевцы, курчалоевцы и так далее и тому подобное. Вот. Ну и последнее, само собой, по мере развития и поднимания географического распространения ислама, последнее, это юго-западная часть, как вы знаете, это уже ближе к 19 веку. Вот. И это не говорит о том, что раньше не проник ислам туда. Конечно же, проник ислам туда. Но вот окончательно и бесповоротно, когда уже все приняли ислам, это уже происходит ближе к язычески. Ну, говорят, что Тхабаирды является христианским храмом, и что его построили грузины, христиане. Вот. Не могу сказать, языческий он был, но я думаю, что если грузины построят, то христианский. Поэтому. Транскрипция языческого бога Дела Села, так называли. Но потом уже это название перешло Дела название перешло уже как название Всевышнего Аллаха, единого Бога, монотеистического. Байсангур Аллах Азут Обалдуэл Ха Аллах Дехошух. Амин Массу. Нохчи Кон Цухайна. Да мелкал инчум. Бойсхрин Улля мелкал чел Массайна. Нелге что? Аллах Азут Обалдуэл. Я слышал, что наши предки говорили, мы из религии Ноя, это правда? Да. Говорили такое. Это правда. Спасибо огромное тем, кто ставит лайки во время эфира и помогает продвигать наш эфир. Да, конечно, 18 шувейх. Ну, у нас же и использовалось, некоторые греческие использовалось. Ты же знаешь, что в горной части находят и вязь, греческую вязь находят. Муслимова, не согласен с тобой. С греками, конечно, имели. И с греками, и с остальными. Но автохтонные народы, которые были... Да, продвигает. Говорят, что от этих лайков тоже эфир продвигается и видят, больше люди видят. Насколько я знаю. Юсуф. Муслимова, и мы же не говорим о всех, правильно? Не забывай, не все. Частично это не все. Тушоли языческая богиня, да. Конечно же.
Да, последние 15 минут я отвечу на вопросы, уже завершу эфир. К сожалению, дальше уже. Так что задавайте вопросы, спрашивайте. После эфира на ютубе тоже ставим лайки. Да. Исторический персонаж чеченского народа. Нет, царица Тамара не была чеченкой. Царица Тамара была чистокровной грузинкой. Солнце зай мягко мягко дахил солнце зон. Я не слышал такого. Мягко да хилабога это немножко преувеличено. Нет, Тушоли это языческое божество, которое присутствовало. Машам, не слушай нарницев. Может, Рикхо тоже будет. Райн энд Рустам. Алла, братан, не знаю. Я-то их не слушаю. Рикхуайш. Пока Рикхуай со мной очень хороших отношениях. Про Рикхуай я многие работы делаю. Не потому, что там проплачивают. Рикхуай очень хорошо поддерживают. И причем, несмотря на свою... что это не такой большой тайп, но они очень активно занимают участие в моей работе, именно просвещение. Вот, кто там будет или не будет донатить, это их проблема. Эмил Хилла, так, Ушлан тайп. Ади Сурхой, там споры идут пока, Хайну и Бус. Оспаривают его. Поэтому... Кто хочет, добровольно, никто никого не задерживает. Башлам, что-то Рамазотти пропал. Где он? Рамазотти бывает. Рамазотти. Сегодня я его не видел, но он есть. Что-то на Рамазотти и черту Лоамару 06 какую-то пургу там записал, закидывал ролики. Мне скинули скрин сегодня. Если бы я слушал нальнейцев, я их не слушаю в Ижре. Пытаюсь вести, мне без них, как говорится. Эзной говорят, что он их предок. Вот видишь, Эзной. Нихлой, Эзной, Чеберлой. Бил той садой, бейной, цага должвуй бац. Беной нохчмахвай уqabu, садой чеберлой бу, бил той нохчмахвай уqabu. Он рисула. Чеберлоевцы, ты немножко путаешь. Чеберлоевцы это не один тайп. Все мы от Адама и Евы. Спасибо вам за эфир. Доброй ночи. Марина Брежнева. Мария Брежнева. Вам огромное спасибо за поддержку, за лайки, за добрые слова.
Никто не спорит, что мы все от Адама и Евы. Однако историю свою немножко изучаем. Нравится нам это или не нравится. Чтобы передать ее нашим потомкам. Тхокочуах пхистагу цацуантро бенозант о алро куршу. Да, лукда дуэл. Хубах ты еще, хубах. Ничего. Бена гендерает интернет. Пошла тэповая тема пошла. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Нормально. Держусь пока. По крайней мере, пока пытаюсь держаться. Ахла. Какие языки я знаю. Ты имеешь в виду, знаю в каком плане. О, я. Читать, писать со словарем. Русский, немецкий, английский, латинский. Вот. Само собой, родной язык. Что с тобой, чувак? Казахский тоже знаю, но уже понемножку стал подзабывать, что было где слова. А когда-то знал на 5. Знал на 5. Но в университете учил латинский язык. Но не забывай, что все иностранные, романские, другие языки произошли от латинского языка в основном. Поэтому удивляться нечему. Вот. Я учился не на медицинском, но исторический факультет, 2-й курс. Нужно было изучать латинский язык. Поэтому вот так вот и получилось. Вот. Хорошо, уважаемые мои друзья, к сожалению, больше пока продолжать у нас эфир не вариант. Я и так продлил все, что мог. Огромное спасибо всем моим братьям, сестрам, всем, кто сегодня смог задонатить, поддержать наш канал, всем, кто писал комментарии, активно участвовал. Не забывайте оставлять 1-2 комментария у нас в эфире. Вот, после эфира, точнее на постах, каждый пост, который мы публикуем, важно очень оставлять комментарии, репосты, это все очень важно. Огромная благодарность. Если у вас будут какие-то вопросы, какие-то пожелания или что-либо, пишите в директ, обязательно отвечу. Вот. Всем, как говорится, от души огромное спасибо. Дай Аллах, все, что у вас осталось, приумножилось много тысяч раз. С вами был ваш брат Башлам. Если я кого-то каким-то образом нечаянно задел, оскорбил, я прошу у вас прощения ради Всевышнего Аллаха. Никого обижать, оскорблять не было в помыслах. Всем удачи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.